Доброе утро! Сегодня у нас на календаре 21 декабря. Наступают самые короткие дни. Завтра самый короткий день. И мы в это зимнее время, когда световой день самый короткий, отправляемся на 3 дня на рыбалку. Проверка палок, перестановка палок, ну все такое в жизни избе, я надеюсь, будет интересно. Прогнозы у нас были на это время минус 12, на завтра минус 2. Но как вы сами видели, за бортом температура минус 23. Завел машину, прогревается, чтобы оттаяли все стекла. До этого была страшная метель, снегопад. 3 дня сидели дома, занимались монтированием, тудым-сюдым. Кое-что сделали. 3 дня у вас фильмы будут выходить в 17 часов вечера. Так что все будет нормально. Сегодня мы выезжаем с Иваном Григорьевичем. А также по плану приехал Игорь с вахты. И также едет он на своем снегоходе Динго. Цепляем. Доброе утро, Иван Григорьевич. А тебя не видно еще. Здравствуйте. В темноте, в тумане. Вот он, пропащая душа. Вот там. Я Игорь. Чуни забыл. Я все это привез на квартиру, оделся, а чуни нету. Ёкало. О, аппарат Динго. Заезжаем на прицеп. Вот такой вот аппарат. А корыто берешь? Корыто? Надо, наверное. Да возьмем, мало что. Да, возьми. Потому что не на себе же, как говорится, таскаем. Вот так. Где на бензин не забудем это заехать, а? Ну, заедем, да. Возьмем. Я вот чтобы не забыть. Все равно не видно ничего. Как будет светло, так и будем снимать. Пока грузимся, готовимся, заправляемся, включаемся, когда будет светло. Завтра самый короткий день, Вань. Да. Так что мы выбрали удачное время. Самый отметим, самый короткий день. Обещали минус 12, сейчас минус 23, блин. Ну, вот у меня вот у вас еще показывает. Вот так вот. У вас там потеплее, тут немножко холоднее. Вот такая вот снежная картина. Здесь уже минус 26. На 1 градус холоднее, чем в Троицке было. Завел урагана своего. Греется. Доехали до дома. Ну, это хорошо, что почистили дороги. Все-таки надо, наверное, будет машину оставлять на краю села, потому что уже вон снега выпало очень и очень много. Вон, все, нашу избушку занесло снегом. И вот как мы видим по крыше, сантиметров 30 снега уже. Холодно, снежно. Что-то похожее на зиму у нас начинается. Но мы завелись. И это отлично. Я думал, сейчас морозы стояли, будут проблемно завестись, но ничего. Раз 5-7 дернул и завелся нормально. Сейчас прогревается и поедем. Перегрузимся, оденемся, укутаемся и поедем. Друзья, не успели отъехать от деревни. Вот буквально на окраине села. Что-то у Игоря Динго что-то не хочет никак ехать. Иван Григорьевич пошел разбираться. Говорит, езжай. Мы тебя догоним, я с Игорем приеду. Но лучше переждать, ладно. Уже как полчаса потеряли, больше часа. Около часа где-то потеряли, наверное. Что-то не развивает обороты. Тем временем хочу показать, вот свежаком ходил волчара, вон волчий след. Живут прямо, ходят вон возле деревни. Вот тут ручей и начинается, о, поехал. Стоило только Ивану Григорьевичу показаться, и аппарат заработал.
Что случилось? Да если не знать, он проедет 100 метров, встал, все. И обороты не развивает или что? Холостых работает, чуть газ даешь, глохнет. Уже и пробку, и это, и открывали, и закрывали. Уже Что-то с электроникой, наверное, да? Ну, наверное, или что-то, черт его знает. Если не знать, что там еще? Так, у кого есть такой аппарат, пишем в комментариях, что за фигня. 100 метров едет. Проедет и глохнет, 100 метров глохнет. Вроде не закидывали там ничего, снегом. А прошлый сезон нормально стоял было, да? Вот такая себе. Была, да, такая? Только мутатор что-то там пошевелил, да. Раз поехал. Уехали, блин, за 40 километров в лес и встали первый раз. Чуть там не посидели. Короче, выезжайте, я вот таким макаром буду, он заглохнет, потом он заведется, опять выезжайте. Я Бывает дольше едет, да? А? Бывает дольше едет. Бывает и заразно едет. Бывает, он постоянно, Да, бывает. В общем, друзья, пишите в комментариях, у кого есть такой аппарат и вот такие проблемы. Может быть, вместе решим эту проблему. Проблем море, да. Что-то здесь не то. Открывать или закрывать. Вот такая вот Просто динго. будьте ходом. До протоки едем или куда? По дороге едем. Все по дороге, потому что там наледи, воды много стало. Нет, по дороге, докуда едем? До протоки? Нет. Через Кедровку проедем, через мост и там направо. Все, погнали. Игорь, потихоньку нас догонишь, да? Поехали, мы догонишь, да? Выезжайте, чтобы не ждите, да. Ну вот, мы выдолбили нашу лунку. И сегодня будем снимать все коротко и быстро, потому что на морозе, сами вы знаете, аккумулятор садится очень быстро. В целях экономии. Просто коротко покажу. Тем более народ спрашивает, как сделаны эти ловушки, как они работают. И хоть я оставляю каждый раз подсказку на окно сверху, обычно, когда здесь находимся, если нажать обзор ловушек, как они сделаны, но, видать, не смотрят, не нажимают. В общем, смотрим, как работают ловушки. Надеюсь, они сегодня поймают, а то вдруг они пустые. Так, здесь у нас большая была ловушечка. Он сразу затягивает лунки. Хорош. Сейчас мути накатим туда. Это белая, надежная, то есть. 3, 4, 5 дней, получается, не проверяли ее. Ну, немного есть. Это хорошо. Ну, как сделал? Забуксовала одну. Я думаю, ясно. Большая кегля, прозрачная, лучше прозрачная. Темный я поднял, не работает. С двух делается одна. Вот, отрезается, ставится сюда. И здесь я еще уменьшил с другой бутылки. Вот здесь связал проволочкой. Обязательно дырочки. Сузил горлышко. Потому что большой, а это поменьше. Может, за счет этого хорошо еще... Там и выходят. Да, Это горлышко обратно. горло большое, может быть, и выходят. Вон. Да, там А так... заход большой. Все просто. Обыкновенная кегля из-под пива. Немного мальков зашло. Смотрим, что у нас. А мелкие у нас сделаны с 5-литровых. С 5-литровых ловушечек. Что-то работает. Что-то нет. Давай. Нет, это не дырявое. Что-то маловато здесь. Что-то маловато. Да. Может, она на дне лежала. Может быть. Закрыта. Может, комбикорм мне не нравится этот. Нет, закрыто было. Видишь, ил на дне. Вон. А, может быть. Она вот так боком лежала, поэтому плохо. Может быть. Может. Сейчас посмотрим, что остальные. Вот это у нас дырявый. А нет, не дырявый, это нормально. О, здесь тоже немного есть. О. А потихоньку наскребем. Это была Видишь, на- каждая сделана по-разному. Здесь я просто вырезал дно в бутылке и засунул из-под бутылки пива Gold Mine Beer плавное сужение. И такая дырочка вот идет, как морда она получается. Обязательно груз, чтобы с одной стороны был. Закрепляю его. Здесь вот
Завязался проволочками, железный пруд просто. Это такой модификации. Экспериментировал, ставил разные. Но лучше всех работает вот эта короткая. Вот и на этот раз она тоже сработала хорошо. Крупная, смотри. Да. Вот и сколько здесь. Она хоть самая маленькая, но работает лучше всех. Только надо закреплять груз, чтобы не давило их этим грузом. Груз у меня просто так там болтается. И нужен не такой вот кругляшок груза, на всю пластину так вот желательно, чтобы она как Ванька-встанька, как неваляшка получается, вставала только горизонтально, а не вертикально. Так, ну и смотрим рваную, порванную ловушку. Даже здесь сегодня немного есть. О, обычно одна бывает, две. Да. Сегодня даже здесь вот штук пяток. Да, и сейчас мы попробуем сразу, пока намутили, пока это не закидываем, попробуем на сачок. Может быть, что-нибудь... Подожди. Вот так вот. Чтобы льда не было вот так. Раз. И сейчас вот железку оттуда принесу еще. Кусок трубы. Ай, прилипает. Ай, прилипает. Все. Давай. Так, смотрим. Если малек есть, обычно по темноте он хорошо бывает залетает. Нет, я видел, он ходил. Ну, это Должен не... быть. Ходить-то ходит, это не факт, что он сейчас по светлому залезет сачок. Залезет. Так, минуточку подождем. Пока шуметь не будем. Убирать ничего не будем. В принципе, вот так вот кидаешь. С первого раза в сумерках лезет хорошо в сачок. Залетают только на раз-два. Штук 50 бывает залетит. А то и больше. На второй раз несколько штук я вижу. Ты не пугай там. Второй раз уж поменьше. На третий там пару штук. А потом они понимают, в чем дело, и больше не заходят. Ты хоть убейся здесь, хоть целый день стой, никто тебе в сачок больше не залезет. А в другом месте продолбишь так же. Первый раз залетает, второй раз меньше, третий раз уже никто не залезет. Мозги хоть у них маленькие, но работают. Вон немного лезут. Угу. Это хорошо. Пусть с первого раза больше и залезут сразу. Потому что второго шанса уже не будет. Кинуть бы комбикорм чуть-чуть. У меня прикормка есть сейчас. А комбикорм. Так, где-то я прикормку. Сегодня сварил кашку пшенную и перемешал ее, аж 4 вида прикормки. Все перемешал, то, что нашел. Так что у меня теперь вот такая вот вкусная прикормка. На центр. Понятно. Так. Очень медленно падает. Что-то не спешат туда, он тут заходит. Вот. Не вижу. Стоят на одном месте.
Что-то пофигим, это прикормка. Видишь? Вот пошла на центр, крупненькие, заходят крупненькие, но они выше от дна. Пока поднимешь, это сачок еще плохой, Да. он пока поднимешь, там все Да, убегут. Да, он мелкий, надо глубже, чтобы он выше. Вот, Надо ж сетки. раз и, видишь, по краю ходит, блин, крупная, и опять вышла. А ладно, поднимаем, что будет, то будет. Вот сюда надо кинуть. Некогда. Ты чуть-чуть возьми побольше, что тебе, все равно они тут будут. Блин. Поднимаем. Видишь, когда не все успевают убегать. О, Ну, мелкие выйдут. мелкие отсеются сами. Ну, штук 20 крупных тоже есть. На мелких будем окуней ловить. Завтра. Да хоть когда, хоть сегодня. Уже можно попробовать. Сегодня уже все. Как-то вот так. Я думаю, объяснил вам, показал, как мы ловим живцов. Кидай еще. Думаю, всем все понятно. Так что попробуем еще. Вытрясти шугу. Да хоть вытри, все равно. Мы еще попробуем. А для вас это будет рекламная пауза. Пока выключаемся. Пока немного лезут, мы половим. Ну, потом тоже, как перестанут лезть, поедем. Все, рекламная пауза. Пащая душа. Привет, привет, всем привет, да. Ну, наконец-то добрался. Пешком бы быстрее дошел, наверное. Лошадка меня сделала как стоячего, да. Задинговала, да? Да. Загуляла. Все, как Загуляла сделали. лошадь, загуляла. Ну а что делать, китайская техника, да. Так, Да, я работала бы, если бы не этот, там, я ж сам что-то заливал, бензин, там, смотри, Ну, а вот мы- откуда-то Ну да, где-то что-то чуть какие-то попадет. грязинки. Да, вот попадет и все. насторожили ловушки. Сейчас покажу улов. Одна мышка была. Сейчас наши скальпы посмотрим. Да. Вон их уже. Раз, два, три, 4 штуки. Все-таки Игорь доехал. Наконец-то. А время уже, наверное, обед, да? Да, надо обедать. Обязательно. О, обед это очки взял, а толку-то они, смотри, запотели, короче, и все. Ну да. Понту нету. Надо эти. Теплее, да, вроде бы начало теплеть? Так на улице потеплело. Так они холодные, но Градусов на намерзло, 5 блин. Они так и не потеплело. оттаяли еще. Если Короче, было, надо уснуть. если было 20. Сколько было? 26? 26. Ну, то сейчас 19. наверное. Веревку хоть А я немного щас это. пойду посмотрю. Да ты включи у меня там в этом. Да нет, вон есть это. Градусник есть. Из елки есть, нормальный градусник делается. Из чего? Веточку елки берешь, такую тоненькую, прибиваешь, с градусником засекаешь, она же от мороза поднимаются же елки. Вот отпускаются, когда теплеет. И просто нанес потом эти риски с градусником один раз. И у тебя будет вечный. К бабке не ходи. Сказал 19. 19. Верим. Что, потеплело, да? Да. Я Ладно. смотрю по Все, погоде. давай раздеваемся, кушаем, заряжаем аппаратуру и дуем на всех парах. Будем сегодня с фонариками опять долбиться. Да, сегодня. А проверить всё. надо обязательно, 3 дня уже не проверено. Да, сегодня все проверим, а завтра окуню посвятим день. Вы. Мне надо будет переставлять. Да там, господи, переставим, да и пойдем за окунь. Там же в этом месте же переставлять. И потом еще спать ложись, да и нормально будет. Да, и все. Что, я по башкирскому времени живу. Знаешь, сколько уже времени-то по нашему? Почему по башкирскому? Потому что мы работаем по башкирскому времени, живем там по башкирскому. А ты не на севере, что ли, работаешь? Он башкирин. А? Он башкирин. В Ухте? Да. Ну, там башкиры, они работают по своему времени. Да, ты Они что? время не переводят. И нафиг. У нас только рассветает, а время уже 11 часов по ихнему. 12 час. Ну, так. Да. О, надо. Че?
Надо Вовке это. Вот только что знаю надо. слов На гвоздь. башкирских. Три охотника на привале. Да. Сюда можно крючком что-то Что вешать. это такое, смотри, проткнет. Троса какая-то, уже вторую штуку уже. Не знаю, Этот с говорит, Где как, проткнул? я не знаю, вот сапога сейчас руками залезу. Что тут этот царапать? рассказывает, как встретил одну такую вот. Там и, короче, с ней Это пошел. ты, я и Игорь втроем. Да, пошел, говорит, это с ней. Покажи. И получилось у нас. И у нас, говорит, получилось. Охотники на привале. Кто написал картину? А этот узнал, что это его жена, и говорит, блин, да я тебя задавлю за это. А этот, ой, что ж делать? Картина Репина, приплыли. Приплыли, да. Балтийская охота. Да. Старый, молодой. Мы как-то сочинение еще писали на эту тему, помню. Так я же тоже писал, я вам и рассказываю. А, ты то и написал? Да. Что тебе поставили? 5? 5. Ни хрена себе. Да, Ты отлично. там присутствовал, походу, блин, это. Нет, ну я... А вот похоже, вот один, вот этот молодой, наверное, Иван и ездил. Нет, я Писал в описал, молодости. я описал эту картину, как она выглядит. Вот, видишь, этот рассказывал, вот встретил я, встретил такую молодую, нормальную, симпатичную. Ну, короче, и у нас с ней получилось. А этот прикинул, так это же моя жена, задавлю. А этот, что же с ними делать? Блин, подерутся. Удавлю с лету. Да. Где же цель-то упала-то? А вот нет, тут не она. Че раздеваешься-то? Да, блин, жарко, я уже не могу Сейчас сидеть. ехать уже надо. Ну и что? Так что это я. Обратно оденешься, да? Вот, Конечно, что надо смотри. одеться. Просто я стельку потерял. Смотри. С концами. Вот, смотри. Стелька. Вот, видишь? Ага. Картина красивая, да? Ну, конечно. Не то, что. А Надо баночку. было ее в рамку заключить. А где мой Ну что, давай. фонарик? Может, Так, фонарик сегодня у есть нас поблизости? Нету, да? напиток 100 киловатт. Да ты чё? Ты агрегат, Дуся, Дуся, агрегат. ты. Ты агрегат, себе. Дуся, на 100 киловатт. Нет. А мы, как называется? Ох. Игоря вы уже знаете, по первому льду открывали мы первый лед. Успешно уже успел отработать вахту. Весь первый лед просрал, так сказать. Ну, его 3 раза мы открывали, закрывали, так что Да. не переживай. Ну да. До сих пор еще не вся река Да. замерзла. Еще первый лед кое-где не образовался. Да, еще полыни есть. Предлагаете туда. Нет, Полынью. ничего не Не, предлагаем. на крещение. А, скоро же крещение будет. Скоро будет крещение. Шапка упала, горит Где? возле печки. А чья это шапка? Откуда она упала? Может, моя? Наверное, моя. С этого, что ли? Как ее? С гвоздика? Нет, А ты вот что, тут, ехал промок, вот тут что ли? была, вот на этим. Ехал промок, что ли? Так у меня всего затянуло тебя снегом, засыпало. как, Заметает. Так целяк 40-50 сантиметров, как наверное. снеговик. Я был как А мы же снеговик. еще на речку выехали. Да, я говорю, Получается. не дай бог, еще Игорь поедет туда на речку путаться. И Гена сказал, что никуда не сворачивай. Да, Ну, и на съезде в речку въехали в наледь, там Да, полностью сыро. еще раз. Вода сантиметров 20, наверное, если не 30 там, блин. Мы Ляпнула. блюхнули сначала, да, выехали, хоть не застряли, блин. И весь букс опять во льду, блин. Мало, да. Сегодня утром долбили. Надо было еще подолбить. Опять завтра весь, с утра. да, не знаю, сейчас она, если замерзнет тропа, будет хорошо, нет, так очень плохо будет. Да, ну, наверное, не замерзнет. Сама буранка-то как бы ничего, без воды. Но мне кажется, влево-право от буранки, наверное, все сыро. Да, По-любому. может быть, у берега. Раз там у берега, может, по берегу вода идет? Ну, холодно, конечно, что скажешь. Хорошо, хоть не запалил. Не сжег. Если там открытым огнем с бензином ушкался уже. Ну, так еще весь облитый, все. Я же туда сливал, прямо это пальцем держу. Так, ну давайте, а Подставил, то пока переливаю. И тут же бензином подогреваешь. каша стынет, Это каша последнюю стынет. баночку набрал, да, бензина. Но Сол. отошел 3 метра, ты что? Солдатская каша 3 стынет. метра я отошел. Ну Да, вы солдатская, даете. Так, что, по половинке, по полной? Как его называется? По плечики, да? Да. Марусин поясок. Марусин поясок? Такая каша нужна самому. Да. Так, Корову не отдам никому. это чисто для этого, для аппетиту.
Да, Остальное еще. вечером. Конечно. А Вы то, что, а то ну, мы точно, конечно. Игорь, он уже разделся, потом точно уже никуда всё. не пойдем. Он уже никуда Да не ладно, хочет, я- он хочет уже Нет, я хочу. спать уже. Спать я точно не хочу. Ты, наверное, на вахте там сидишь. Ох, сейчас вот только выйду, да? Нет, блин. я только выйду, столько дел там, вот столько дома. Ну, правильно собираются. Я-то 2-3 дня здесь, сейчас что-то быстро, да, с одной ночевкой все, блин, ничего не успеваем. Блин. А дома сейчас мы 3 дня отдыхали. Такого отпуска мы еще не брали. 3 дня. Приехали. Ань, Поднимем бокалы. Поручик Голицын. Так, ну ладно. Да, Давайте за За- успех За. нашего Приехали. безнадежного дела. приехали. Не-не, всё целый нормально, день всё ехали. будет. Лёха, ну давай. Приехал, давай с приездом. С приездом. Приездом, да. С приездом. Потом с отъездом. Ну, дай Бог здоровья. Вот, надо кушать вот эту. Да-да-да, вот. А у меня Валя любит такое тоже. ты что, не любишь? Ну, она научила, раньше не ел. Ну, Ну, это а кто раньше? же, Раньше мы тоже. это оливки же не ели. антибиотик. Имбирь. Да, это антибиотик. Эти чай не пьют сюда. я его башкирию так заваривают. грызу. Прям в термос вот этот. Да, Ну, только кидаю. корень. Да, корень. Ну, Жив. давайте. Дай Бог. Говорил, не буду крепкую. Я тоже не буду. А, кетчуп же есть. Надо? Надо. Что, кушаем, идем проверять. Конечно. А что еще делать? Закрываем камеру. Закрываем. До вечера. Такой вот у нас получился обед. О, слушай, смотри. У вас двоих она фиксирует. А тебя А тебя нет. А меня нет, видишь? как Ты, нет? ты не фиксируемый. Вон. Ты не фиксируемый. Вон Да ты нет край- же. Вон, ну, Кто? я же вижу тебя, я подальше. Меня-то видишь, а квадратик-то видишь, нет? Вот на Во, вас. во, Во, появлялся, появлялся. случайно. Сюда поближе подойди. Не, Фиксируй. не надо, зачем? О, как же не Она и фиксируй? меня сосчитает. Закрой, переверни, да хлопни. Так, ну что, вот наконец-то мы добрались до наших палок. Замучились ехать. Целяк, короче, налить. Пробили новую дорогу, потому что здесь уже были промытые места. Опасно. В общем, доехали. Начинаем проверку. 3 дня прошло. Посмотрим. Было что-то, нет. Здесь возле берега навряд ли что-то, конечно. Вон, ёрш болтается. Никого здесь не было. Малька нету. Пока оставляем. И сразу закинем здесь в тюрьму. А там видно будет. Надо переставлять. Походу никого. Окунь. Такого окуня правильно, кто его съест-то, блин. Ёрш подох. Никто его не хапнул. И вот такой налимчик был, тоже подох. Что-то вроде бы есть натяжка. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот это язина. Килограмм с лишним по-любому будет. Нос какой-то у него интересный. Тупой. Язь хоть это? Язь. Ну здоровый вон, блин, какой. Заглотил малька по самое никуда.
Вот. И дождался. Если бы взял за губу, по-любому за 3 дня сошел бы. Вот это ять. Когда... Ну вот, начало есть. Продолжение, надеюсь, тоже будет. Он на все ведро стол, блин. Больше килограмма по-любому. Морозы с ветром проверять не кайфово, ни хрена. Совсем не кайфово. Кто-то меня спрашивал в комментариях. Руки, говорит, не мерзнут? Как не мерзнут? Мерзнут еще, как мерзнут. Особенно, когда ветер. О, мелкий попадал и сдох. Крупный его не взял. Еще живой. Но на грани подыхания уже. Ладно, оставим пока тебе до завтра. Опять продольник. Блин. Когда клюет хорошо, когда не клюет, блин, вошкаться с ним. Походу сегодня не клюет. Что-то небольшое есть, но типа маленького налимчика или что-то, я не пойму. Совсем небольшое. Крючки-то пустые, кто-то был. Но в то же время и мальки живые есть. О, налим. А? Кто-то же лаковился, да? Он, я говорю, такой съедобный. Ну, хоть что-то. Так, ты пока поплавай. Окунь, ты более-менее живой. Сейчас мы тебя успокоим. Такой грамм на 600 где-то, на полкило-то точно есть. А? Успокоил, говорит. Ну, а что он? Заглотил по самые гланды. Да. Крючок здоровенный, даже не переворачивается в жабрах. Твою мать. Такой мороз, только с тобой возиться. Ай. О, какой здоровый крючок заглотил. Ай, отпусти. О, видишь? Ну. Ой, съедобный. Руки опять. Народ, наверное, смотрит, думает, вот, блин, их, наверное, с дому гонят, блин. Наверное. Мерзнуть. Не сидится под теплой титькой-то. Лучше померзнуть. Что там, натяжка что ли есть? Не. Он какой ёрш здоровый, видишь? Ну да. Здоровенный ёрш. А малька скоммуниздили. Малька скоммуниздили, ерша. Значит, нет крупного налима здесь, нету. Так. Такой ершина. На крупного трофейного налима. А его нету. Так, все. С одним участком закончили. Итого в улове у нас один налим. Чик.
И один язище. Один язь. Ище. Ища. Язище и налим. Ну как чик, нормальный налим. Даже килограмм, килограмм 700 говорю, грамм 750, наверное. Весы есть в рюкзаке, но специально надо взвесить. Ты сколько скажешь, он весит? О, я без понятия. Килограмм. Ну, если он какать много будет, то он будет намного легче. А так, Не надо. 700 грамм точно весит, наверное. Так что все, с одним закончили. Дело, да. Запинаем сейчас палку, вот так. Вот, да, снег. Я все удивлялся. Вроде холодный снег. Раньше с батей ходили тоже. Палки проверяем, батя засыпает. Я говорю, зачем засыпаешь? А чтобы не замерзнуть. Так, говорит, снег холодный, он еще быстрее замерзнет, говорю. Нет, говорит, снег греет. Я все удивлялся, как и так снег греет. Так. Ну что, не пусто, и то хорошо. Все замерзло. Погнали на второй участок.